Продолжаем освещать самые заметные события. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Ситуация с природными пожарами в Якутии крайне напряженная. В ряде районов ожидают усиления ветра. Как это скажется на лесопожарной обстановке? Более 30 аппаратов УЗИ поступят в больницы республики в августе по региональной программе. Какое оборудование закупят в течение 5 лет? Выделить дополнительные средства регионам на борьбу с лесными пожарами призвал министр экологии России Александр Козлов. Президент Владимир Путин провел совещание по лесопожарной обстановке в режиме видеоконференции. Как отметил министр, регионам нужны деньги, чтобы увеличить штат лесных пожарных, закупить технику, нанимать авиацию, то есть бороться с возгораниями во всеоружии. Субвенции, которые выделяются сейчас, не покрывают потребность. Козлов предложил президенту учитывать затраты регионов не по гектарам, а по потребностям, рассчитанным по нормативам. Это самый прозрачный и объективный способ на сегодняшний день, сказал он. Теперь о чрезвычайных ситуациях. Мы не снимаем со счетов аномалии. Пример Якутии, они много говорили и показывают сейчас. Сейчас там аномальная жара, засуха за полярным кругом. В таком случае предлагаем использовать механизм резервного фонда правительства. Возникают аномальные условия, регион вводит ЧС, мы компенсируем затраты по их факту. Также, Владимир Владимирович, мы проработали предложение главы Якутии о создании лесопожарного центра на Дальнем Востоке. Он вам его озвучил на крайнем совещании. Встретились буквально позавчера с Александром Сергеевичем, обсудили. И наше общее мнение, нам нужно усилить существующие группировки. Это высокопрофессиональные парашютисты-десантники, взрывники, специалисты по вызову осадков, руководители тушения крупных пожаров. Сеть баз авиалесохраны. У нас в Якутске 65, в Чите 100, в Улан-Удэ 92, в Иркутске 44 и в городе Свободной Амурской области 73 человека. Давайте увеличим там численность людей, экипируем их, нарастим их лесопожарной техникой, наймем авиацию, то есть чтобы они всегда были на местах и маневрировали между регионами. То есть такой небольшой спецназ. Владимир Владимирович, если звучит убедительно, то прошу поручить следующее. Довести финансирование работ по охране лесов от пожаров до 100% норматива и увеличить численность авиалесохраны в Дальневосточном федеральном округе, соответствующего финансирования и уточнения при необходимости законодательства в этой части. Мы, конечно же, поддерживаем такое решение, чтобы была увеличена группировка филиалов федеральной лесоохраны не только в Якутии и на Дальнем Востоке. Это позволит нам, на самом деле, маневрировать силами для тушения пожаров, которые будут возникать в разных субъектах. У нас полеты в аэропорту Якутска сегодня осуществляются с короткой взлетно-посадочной полосы. Из-за этого воздушные суда МЧС и Минобороны, они как раз в Якутске не могут базироваться, а из аэропорта дислокации Мирном они не могут вылетать из-за сильного задымления. На сегодня, благодаря слаженной работе всех заинтересованных сторон, в первую очередь Министерства транспорта, строительно-монтажные работы этого года по взлетной посадочной полосе аэропорта Якутск завершены. И как мне сегодня Виталий Геннадьевич Савельев, министр транспорта, рассказал, с 20 августа теоретически уже взлетно-посадочная полоса может уже принимать самолеты. И в целях перебазирования самолетов МЧС и Минобороны в аэропорт Якутска я прошу вас дать поручение ответственным органам, это Росавиация и Ростехнадзор, осуществить скорейшую сертификацию взлетно-посадочной полосы аэропорта Якутск для того, чтобы мы на самом деле здесь уже могли работать по тушению пожаров более эффективно. После совещания глава республики Айсен Николаев дал комментарий нашему телеканалу. По его поручению, данному в прошлом году, еще сейчас правительство Российской Федерации подготовило новую методику. Мы с министром природных ресурсов на самом деле несколько часов сидели, обсуждали нюансы методики, их отношения, как оно скажется и на Республике Саха-Якутия, как скажется на других регионах. И на самом деле та методика, которая сегодня предложена, с нормативами, которые должны финансироваться из федерального бюджета именно по лесным пожарам, по лесопожарным формированиям, она, конечно же, нас устраивает. Это то, чего мы многие годы добивались. И очень хорошо, что сегодня и Министерство финансов Российской Федерации уже высказало свою позицию о поддержке данного подхода. Второй вопрос – это лесопожарный центр. Мы с Александром Александровичем тоже на эту тему достаточно долго разговаривали. И то предложение, которое сегодня им было сделано, оно на самом деле на сегодняшней ситуации нас всех удовлетворяет.
их комплектование здесь, их увеличение этого количества, это то, на самом деле, чего мы тоже многое время добивались. И сейчас, судя по всему, эти решения будут приняты. Ну и для нас, конечно, очень важно, чтобы численность лесоохраны именно федеральная здесь, в Якутии, у нас тоже выросла. А уже сегодня утром Айсан Николаев провел совещание оперативного штаба Якутии. Руководитель республики отметил, что ситуация в регионе крайне напряженная. С усилением ветра в ближайшие 2 дня в заречной группе улусов очень высока вероятность возникновения верховых пожаров. А в начале следующей недели сильный ветер прогнозируют на западе республики. Всем руководителям районов и руководителям оперативных штабов по тушению пожаров необходимо находиться на местах и оперативно реагировать на возникающие опасности, подчеркнул Айсан Николаев. Ситуация у нас сложная. К сожалению, лето этого года самое засушливое и жаркое вообще в истории метеонаблюдений. Ветер достигает, как вот сейчас метеослужба сообщила, по ряду районов до 20-23 метров в секунду. Естественно, это приводит к верховым пожарам, которые передвигаются очень быстро. Так, вчера буквально за несколько часов пожар преодолел верховой порядка 20 с лишним километров и начал угрожать реально районному центру Этыкёль. Были приняты экстренные меры, переброска дополнительных сил, авиатехники, и в результате пожар остановлен. Вместе с тем, конечно же, угроза в ближайшие дни остается. В целом у нас по 9 населенным пунктам по республике есть серьезные опасения. Мы по ним, по всем отрабатываем по специальным планам. Усилена именно по ним группировка людей, и лесопожарных, и МЧС. Действуют оперативные штабы на местах. Сразу после совещания Айсан Николаев вылетел в горный район, в село Бясь-Кюэль. Об этом сообщил его пресс-секретарь Афанасий Ноев. Сейчас на месте глава встречается с работниками, занятыми в тушении лесных пожаров. Проверяет исполнение оперативных мер, принимаемых для борьбы с огненной стихией. О погоде в ближайшие дни нам озвучила заместитель начальника УГМС республики Татьяна Маршалик. В ближайшие сутки 8-9 августа облачная погода с кратковременными дождями, местами с грозами ожидается на юге республики и на западе. Ленский, Алёкминский, Мирнинский, местами Сунтарский районы. На остальной территории погода без осадков с довольно высокой температурой воздуха в пределах 25-30 градусов и порывистым ветром южного, юго-восточного направления до 9-14, местами 15-18 метров в секунду. 14 лесных пожаров ликвидировали в Якутии за сутки. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра экологии республики Сергей Сивцев. Локализовано 7 возгораний. В данный момент действует 159 пожаров. Борьбу с огнем ведут порядка 3000 человек и 400 единиц техники. Но особая напряженная остановка у нас наблюдается в Верхоневилюйском горном районе и Татинском и Усалдамском районе, также в Кобяйском районе. В ряде населенных пунктов республики. Все меры принимаются, техника задействована, и сейчас уже планируется переброска дополнительных сил и средств на тушение этих лесных пожаров вблизи населенных пунктов республики. На пожаре возле села Этыкёль работает вертолет Ми-8. С помощью бульдозеров расширен пожарный разрыв возле села. Как сообщил первый зампред правительства Якутии Дмитрий Садовников, в данный момент угрозы населенному пункту нет. Огонь с воздуха готов тушить вертолет с водосливным устройством. Администрация района и поселка уже начальную работу провели. Работает на сегодня более 150 человек, 32 единицы техники. Кроме этого, было по решению оперативного штаба республики выдвинута пожарная техника с ближайших населенных пунктов. И сегодня, к сожалению, прогноз погоды он остается крайне сложным. Это южный ветер, юго-восточный, с порывами до 15 метров в секунду. В результате чего могут возникнуть пожары верховые, что представляет большую угрозу для села Этыкёль. И сегодня мы, согласно сегодняшнего утреннего
нашего собрания решили, что пойдут бригады вальщиков. Также бульдозерная техника будет работать по расширению минерализованной полосы. Ожидаем, как говорится, поднятия огня. Если огонь пойдет верховым, здесь будет работать вертолет с водосливным устройством авиакомпании «Полярных авиалиний». Сегодня, как говорится, самый напряженный день. В воскресенье, понедельник мы по прогнозу видим, что ветер немножко слабину даст, тогда более-менее будет. Сегодня также рекомендовано, если есть люди, которые страдают определенными болезнями, мы можем вывести город Якутск. Также Татинскому району оказал помощь народный депутат, генеральный директор компании «Саханефтегазсбыт» Виктор Лебедев. Направлены 3 тонны топлива и специальное оборудование для борьбы со стихией. Сейчас к эпидобстановке еще 143 человека заразились коронавирусом в Якутии за сутки. Из них 77 в Якутске, сообщает Оперштаб. В Мирнинском районе выявили 18 случаев заболевания, в Нерюнгринском 14, в Алданском 5. В Ленском и Мигино-Кангаласском районах по 4 заражения, в Булунском 3. Еще в 13 районах от 1 до 2 заболевших. За сутки лаборатории республики провели 2600 исследований на ковид. Более 30 аппаратов УЗИ поступят в больницы республики в августе по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения». Рассчитана она на 5 лет. В текущем году благодаря программе в медицинские организации планируют завести новое диагностическое оборудование, в том числе аппараты УЗИ, рентгенаппараты, эндоскопическое и другое оборудование. До 2025 года запланирована покупка 385 единиц медтехники на общую сумму более 2 миллиардов рублей. В августе поступит 31 диагностический аппарат УЗИ на сумму 160 миллионов в 18 центральных больниц районов республики. К этому часу это все новости. Оставайтесь с нами.